Представляем вашему вниманию брифинг по избирательной кампании. Узнаем о текущей ситуации на избирательных участках. Предлагаем послушать. Эльвира Трофимовна, добрый день. У нас проходит последний день выборов и голосования. Расскажите, как проходит голосование в столице региона и в других районах Якутии? Какова явка на этот час избирателей? Добрый день, уважаемые якутяне. Да, действительно, наше многодневное голосование завершается. Через 5 часов все наши избирательные участки закроются, и члены избирательных комиссий приступят к процедуре подсчета голосов избирателей. По данным, только что полученным, на этот момент Центр избиркома республики по Якутии проголосовало 274 867 избирателей. Это получается явка на уровне 41,5%. Традиционно активно голосуют жители Анабарского, Оленёкского, Горного, Усялданского, Абыйского районов и ряда других наших районов. Что касается крупных городов республики и столицы нашей Якутии, то там явка фиксируется на уровне прошлых лет, когда проводились федеральные уровни. Так, например, в Нерюнгринском районе явка на 15 часов составила 34,5%, в Мирнинском 33,87%, Ленском 39,09%, Алданском 37,07%. В городу Якутску явка на уровне 36,93%. Так, уважаемые наши зрители, якутяне, я напомню, что сегодня у нас в республике проходят выборы не только депутатов Госдумы, также состоятся выборы, дополнительные выборы в 2 одномандатных избирательных округах по выборам народных депутатов Республики Саха-Якутия. И вот по Колымо-Индигирскому избирательному округу явка составляет более 39% на 15 часов. По Университетскому округу 45,74%. Также у нас на этих выборах состоятся 76 избирательных кампаний муниципального уровня. Так, сегодня мы выбираем глав 2 муниципальных районов, Булунского и Жиганского. Также жители нашей республики избирают глав 37 поселений в республике. Еще состоятся выборы 4 представительных органов в районах и 13 представительных органов в муниципальных образованиях нашей республики. Это был брифинг Центральной избирательной комиссии Якутии по 3-дневным выборам 2021 года. К этому часу это вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24.